Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. События вашего порога. Что случится, что произойдет, что по судьбе в ближайшие дни. Смотреть я буду на 4-5 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя, на события своего порога. И давайте посмотрим, что покажет и о чем нам расскажет песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересные события. Смотрите, в самом центре человек для вас открывает дверь. Дверь во что-то новое, необычное, непривычное, то, чего раньше не было, то, чего вы раньше никогда не пробовали. Вообще под этой дверью, смотрите, стоит такой огромный, как трон. Трон, такое, знаете, королевское кресло, да, стоит. То есть, войдя в эту дверь, вы найдете свое место в жизни. Но судя по тому, что это королевский трон, да, место очень даже и неплохое. Может быть, это случайный человек, может быть, это какой-то знакомый человек. Но вот прямо перед вами открывает дверь и как зовет вас, приглашает, либо уговаривает, да, попробовать, что-то новенькое попробовать. Здесь надо рискнуть. Ребят, надо рискнуть, поверьте, вы не пожалеете. За этой дверью, видите, стоит этот королевский трон. Смотрит в левую сторону. То есть, войдя в эту дверь, вы получите просто невероятный, неожиданный, нежданный, непредполагаемый результат. Смелее, смелее, пробуйте новое. Поверьте, новое — это интересно. Новое — это азартно. И новое однозначно несет вам плюсовое значение. Не минус, в плюс войдете. Так, здесь у меня парус в левую сторону. Но человек, который сидит в этой лодке, он к вам всем телом тянется. Потом, прям, как, знаете, за берег ухватился, говорит: я не хочу плыть, не хочу уплывать. Какая-то вынужденная поездка, вынужденный отъезд кого-то из ваших близких, либо любимых людей. Человек будет себя вести очень странным образом, будет очень взволнован, и кто-то из девчонок прям услышит очень желанные слова, либо очень желанное обещание, предложение. Но у каждого по-своему отыграется. Вынужденный отъезд спровоцирует желанное обещание, желанные слова. Да? Человек перед вами раскроется. Может быть, вы общались, там, встречались, никуда не двигались ваши отношения. А тут видите, как нужно ехать. Человек испугается, что вас потеряет, да, и начнет действовать, начнет вам что-то говорить, предлагать, обещать. Как раскроется перед вами, да, раскроет свои карты, раскроет свои чувства. Здесь будет большой неожиданностью для вас. Да, вы, конечно, предполагали, вы надеялись, может быть, да, но так, что прям услышать от этого человека, такого еще не было. Так, дальше троечки у вас вышли. Трижды вы попадете либо в одну и ту же ситуацию, либо с одними и теми же людьми. Вот как-то будете время проводить. Может быть, даже какое-то ощущение дежавю. Хотя, ну да, у кого-то и так отыграется. А у кого-то отыграется, что будет дан еще один шанс, да, третий шанс, да, третий раз, третий круг, третий раз. Вас эта ситуация очень, кстати, тоже удивит и порадует. Порадует, на самом деле порадует. Вы уж там смотрите, не плашайте и на этот раз не промажьте, да, идите ровно к своей цели. Так, с левой стороны у вас большой стол, на который вы что-то накрываете. Ну, я так понимаю, что вы либо кому-то будете помогать на стол накрывать, либо сами будете принимать людей, гостей, да, людей, гостей, родственников. Может быть, будете что-то организовывать, как фуршет, либо
Может быть, у коллег там день рождения, у кого-то из коллег, и вы будете организовывать праздничный стол. Смотрите, вам удастся при каком-то минимальном количестве продуктов какие-то чудеса сотворить. Как это, мишленовская кухня отдыхает, да? Что-то прям такое вкусное сможете сделать, либо очень красиво, и вкусно. Всех удивите. Такой стол прям шикарный накроете. Вы вообще хозяйка от Бога. Вы должны это знать. Вы должны это знать. У вас прям талант, кулинарный талант. Даже если вы не любите готовить, у вас просто гениальное чувство вкуса, и плюс вы еще и эстет. Да, вы еще красиво очень делаете. Сами от себя не ожидайте, но прям шикарный стол накроете. Опять же, при каком-то скудном минимальном количестве продуктов. Так, еще какая-то женщина с вами поделится тайной. Вас это немножко удивит. Может быть, вы не так близко общаетесь. Может быть, вообще не предполагали, что эта женщина именно вам доверится. То есть вы станете и обладателем, и носителем чужой тайны. Тайна, кстати, очень такая, знаете, пикантного характера. Может быть, про любовные отношения, может быть, про какие-то еще там шуры-муры. Но это будет и интересно, и ответственно, и вас это очень удивит, что именно вам доверились. Вы, значит, сама в своих глазах даже вырастете, да, что вот вы такой человек, вызываете доверие, что к вам вот обращаются и делятся своими тайнами и секретами. Так, еще здесь человек похож на паука, такой большой, толстый и лапы, да, много лап. Паутины плетет вокруг себя. Человек пытается вас в эту паутину как заманить, либо замотать в эту паутину. Несмотря на то, что человек опытный паук, да, то есть, скорее всего, этим зарабатывает, либо промышляет, вот не получится. Не получится вас обмануть, не получится вас куда-то втянуть, не получится вас, может быть, там, на деньги развести, либо к чему-то обязать. Вот не получится от слова совсем. Здесь вы проявите какую-то юркость, здесь интуиция вам будет помогать. И еще какой-то человек вам будет подсказывать. Либо вы будете опираться на опыт этого человека. Очень такая ловкая, да, ловкая победа вас ждет над очень таким серьезным, уверенным в себе, опасным человеком. Вы победите, однозначно победите. Либо ситуацию развернете в свою сторону. Вы молодец. Так, еще мне показывают птицу, которая не летает, но почему-то ходит. Либо это очень медленно что-то происходит, да, как-то медленно информация передается, либо очень долго ждали вы какую-то информацию, какие-то письма, ответы, может быть, даже какие-то документы вы очень долго ждали. Ну вот она дойдет. Она идет на таких полусогнутых ногах, и она дойдет. Сразу хочу сказать, что птица придет большая, то есть там большой объем информации будет, либо очень важная информация, важные документы могут прийти. То есть этой птицы вы безумно будете рады. Просто безумно. Настолько у вас настроение поднимется. Будете ходить и улыбаться. Вот целый день будете ходить и улыбаться. Может быть, и несколько дней подряд. Идет. Она не летит. Она просто идет. Поэтому так долго и так медленно. Вас, конечно, это очень удивит, но хоть так, да, хоть дошла. Так, еще какие-то 2 поездки вас ждут. Именно 2. Причем одна у вас идет сугубо в одиночестве, а вот вторая, либо с какой-то женщиной вместе вы едете, либо к какой-то женщине вы поедете. Вот как будто бы эта женщина, она вас все время ждет. Ждет, пока вы соберетесь, либо ждет, когда вы будете готовы. Может быть, она вас периодически зовет, да, звонит, говорит: приезжай, давай пообщаемся, либо что-то вместе сделаем. С правой стороны эти поездки хорошие, не полезные, они правильные. Да? Вот с точки зрения правильности и неправильности эти поездки будут для вас правильные. Так, еще. Здесь у меня женщина какого-то мужчину посылает. Причем посылает достаточно грубо, но аргументированно. Мужчина, который себя плохо ведет. Мужчина, который, оборзел, да. Давайте будем говорить как есть. Может быть, это ваш мужчина, который
ну, уже перегнул все палки, все возможное и невозможное. Может быть, это какой-то бывший, который вот решил к вам опять подкатить. Вот прям будете отправлять, пинком отправляете. В грубой форме, в жесткой форме этого мужчину отправляете. Мужчина чуть ли не плачет от вас. А у кого-то отыграется, что прям и расплачется. Ну, типа, не гони, да, еще один шанс. Но вы будете непреклонны. И знаете, девчонки, это будет самое правильное решение за последние, ну, не побоюсь слова сказать, год. Да? Очень правильное решение. Вы, может быть, долго сомневались, как поступить с этим мужчиной, но вот ситуация назрела. Пошлете, пнете, и, знаете, прям облегчение почувствуете. Смотрите, с уходом с этого мужчины из вашей жизни перед вами, ну, как новая дорога открывается. Новая дорога, новые возможности. Я вам больше скажу. Как только он уйдет за горизонт, да, уйдет с поля зрения, вам по жизни фартить начнет. Вести, фартить, и вы прям это будете ощущать. Начиная от каких-то мелочей, заканчивая какими-то глобальными вопросами. Такое впечатление, что этот мужчина, он был как энергетический вампир. Он очень много тянул вашей энергетики. Он как раздражителем был в вашей жизни. Он вас отвлекал. Вы думали о нем, о его действиях, о его поступках, о его поведении. Вы не могли концентрироваться на себе, на своей жизни. Он уходит, фарт, везение приходит. Ваша энергетика, она полноценна, она не тратится. Вы сфокусированы, вы собраны, у вас все получается, у вас все ладится, вы молодец. Очень правильное решение и очень правильный поступок. Именно для вас, для вашей жизни. Может быть, вам жалко его было, может быть, вы сомневались. Да? Ну вот, попадет он под вашу горячую руку, и уже все будет решено, предрешено. Вы сами от себя этого не ждете. Может быть, даже боитесь этого момента. Ну вот он четко здесь показан. Вы пинком гоните какого-то осла из своей жизни. И это очень правильно. Так, еще. Здесь мне показывают человека, который во что бы то ни стало, хотел бы что-то от вас получить. Получить, именно забрать у вас. Взять, забрать. Это человек, не исключено, что будет лично приходить, либо звонить вам с какими-то просьбами. А вы то ли не успеваете, то ли в принципе не хотите ничего давать. Как будете немножко как прятаться, скрываться от этого человека. Очень, кстати, занудный человек и дотошный человек. Поэтому хоть прячься, хоть скрывайся, все равно он вас найдет, достанет и свое, как говорится, получит. Ну, вы все разные, у каждого своя ситуация. Но мне идет так, что вы ему что-то должны, либо ей что-то должны. И прям, знаете, как нюх на вас, да? В самых труднодоступных местах будет вас находить, либо дозваниваться, дописываться, выслеживать даже, может быть, вас. Тут такой совет: постарайтесь поскорее развязаться с этим человеком. Ну, реально, да? Постарайтесь. Это важно для того, чтобы сохранить свое душевное равновесие. И плюс свои долги нужно закрывать. Их нужно закрывать. Вы сможете спать спокойно. От вас этот человек отстанет. Еще кого-то из вас ждет очень необычное знакомство, либо знакомство с очень необычным человеком, но по проводам, скорее всего, в соцсетях, может быть, даже на сайтах знакомств. Таких людей еще не было. Вот серьезно вам говорю. Разные были, но таких точно не было. Очень забавное знакомство. Вы как развлекаться с этим человеком будете. Общение с этим человеком для вас идет как развлечение, как такая отдушина, где можно как-то себя проявить, да, либо какую-то роль сыграть, может быть. Это будет и забавно, и смешно, и очень интересно. Не бойтесь знакомств в интернете, тем более вас же никто не заставляет сразу рассказывать все о себе. Да? Можно в интернете быть кем угодно. Очень забавно вы время будете проводить с этим человеком, да, общаясь с этим человеком. И этот человек вам будет здоровски поднимать настроение. Пообщайтесь с человеком, как батарейка заряженная, да, зарядились, позитивчиком зарядились и дальше пошли. Приятное общение, приятный человек. Так, еще мне показывают людей, которые по вам скучают. Это могут быть родственники, и также это могут быть знакомые люди. Может быть, коллектив, который вы посещали, какая-то организация, учреждение. Там люди по вам скучают, люди о вас думают.
И у людей очень такие, знаете, позитивные мысли по поводу вас. Мысли, может быть, чем-то вам помочь, либо как-то вас поддержать, как что-то сделать для вас хотят. Сделать. Это не один человек, здесь как много голов, много людей, добрые люди. Вам, кстати, повезло с этими людьми. Не бойтесь говорить о своих проблемах, о своих нуждах, о своих надобностях. Поверьте, в вашем окружении, в вашей жизни присутствуют замечательные люди, которые готовы и могут вам помогать. Просто надо попросить. Все будет замечательно. Так, еще здесь мне показывают забывчивость, вашу забывчивость. Вы можете что-то оставить, забыть, положить в какое-то место, да, и благополучно забыть. Не надо искать новых каких-то мест, нычек, не надо что-то перекладывать. Постарайтесь в ближайшие дни, чтобы все у вас лежало на своих местах. У всех сейчас есть смартфоны, это тоже вам как подсказочка, да? Может быть, следует какую-то вещь важную положить и сфотографировать, да, где я ее положила. Потому что вижу, что вы будете что-то искать. Искать лихорадочно, в спешке, нервничать очень сильно будете. Поэтому ложите на привычные места, либо фотографируйте, либо видео записывайте, что вот положила в это место. Такого-то числа, в такой-то день положила в это место. Это будет вам, кстати, подспорьем. И особенно почему-то вот очки идут. Информация об очках. Очки где-то могут потеряться, затеряться, либо не в то место вы можете положить. И попробуйте организовать свое пространство, либо не меняйте своих привычек, хотя бы в ближайшие дни, чтобы не было таких неприятных ситуаций. Так, и еще, девочки, у кого-то мужчина заработает хорошую денежку. Это заработок, это прибыль, это может быть даже какая-то подработка. Мужчина при денежке, мужчина очень будет гордиться этой денежкой. Не забудьте отметить, что он молодец. Не забудьте его похвалить и распорядитесь этой денежкой правильно. У него какие-то мысли по поводу этой денежки неправильные. Ну вот куда-то ее спустить, что-то приобрести, там, может быть, не совсем нужное, не совсем полезное. Вы с ним поговорите по поводу этой денежки. Я понимаю, что есть там потребности, нужды. Вот объясните, давай вот купим сейчас то-то, это, да, а потом уже, когда будет лишнее, ты уже там купишь себе какую-то забаву. Но он прям при деньгах. Его надо похвалить и денежку у него забрать, наверное, да, либо уговорить, чтобы правильно распорядился. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.